Здравствуйте, это новости Татарстана, в студии Алия Хайрудинова, и о главном к этому часу. Триумф казанской сцены. Это самая высокая награда в театральном искусстве. Сразу 3 театра стали обладателями престижной премии «Золотая маска» в Москве. Победителей встретил Рамиль Галиуллин. Равнение на выборы. Мы никому не желаем поражения, но мы желаем нам победы. Причем нам нужна убедительная победа. С каким составом единороссы республики идут в Госсовет, узнал Дмитрий Аренин. Для абитуриентов 22 тысячи бюджетных мест. По потоку заявлений, я вам скажу общую цифру, на сегодняшний день это более 10 тысяч заявлений. Стартовала приемная кампания. Что предлагают вузы Татарстана абитуриентам, узнала Вероника Гайнудинова. Татары Омска готовятся к нашему главному национальному празднику Иртышскому Сабантую. Интересная событийная программа, интересная организация, команда от Республики Татарстан. О жизни татар за 1500 километров от Казани. Рузаль Шарипов. Триумфом мастеров казанской сцены закончилось главное театральное событие года. В Москве состоялось вручение профессиональной премии «Золотая маска». И она стала для Татарстана по-настоящему золотой. Трижды за награды поднимались артисты театра кукол «Акият». Победу одержал спектакль «Авиатор», поставленный режиссером Ильгизом Зайниевым. В числе лучших оказались и камаловцы, и Хмуть Мухаджиры был выдвинут в 9 номинациях. Театр юного зрителя завоевал спецприз церемонии. За победу наши театры конкурировали с лучшими площадками страны, среди которых Петербургский малый драмтеатр, Московский театр имени Вахтангова и многие другие. Наши театры были представлены в 18 номинациях. Первых победителей встретил Рамиль Галиуллин. Слова поздравления и неподдельная радость. Так сегодня встречают коллектив театра кукол «Акият». Накануне в Москве они получили сразу 3 золотые маски. В России это самая высокая театральная премия. Мечта каждого актера теперь в руках Дилюса Хузяхметова. Маску он получил за роль Иннокентия Платонова в спектакле «Авиатор». Замороженного человека в 20-х годах и который разморозился в 99-м году. Который ищет себя через новые какие-то запахи, ощущения, пытается вспомнить. То, что мы вот так приехали с большим хэт-триком, это, я не скажу удача, но большой труд и большой успех. Театр кукол «Акият» победил сразу в 3 номинациях. Кроме главной мужской роли, престижные награды за работу режиссера и лучший спектакль. Спектакль «Авиатор» по роману Евгения Водолазкина, современная русская проза. И мы постарались его перенести на сцену, как могли. Из оригинального у нас там ледяная кукла, настоящая ледяная кукла, которая тает во время спектакля в течение всего процесса. И, конечно, очень хорошие актерские работы. Рад поздравить Хмуть Мухаджиры. На историческую сцену театра Вахтангова накануне поднялись и камаловцы. Марина Марьянич получила маску в номинации «Лучшая работа художника по костюмам» в постановке «Хмуть Мухаджиры». Этот же спектакль стал лучшим в категории драмтеатр. Я сейчас скажу банальные слова, но это действительно так. Это не моя, это победа наша общая. Поэтому я поздравляю всех участников. К сожалению, не все находятся здесь. О том, что камаловцы получат маску, режиссер Фарид Бекчентаев догадывался еще до вручения награды. С вчерашнего дня мы ловили всевозможные знаки, которые должны были обязательно нам что-то подсказывать. Но когда я сел в кресло, в котором сидел Евгений Вахтангов, это 6-й ряд, 13-е место, мое сердце замерло. Татарстан забрал и специальную 6-ю награду. Премию жюри за сопричастность к судьбе страны и поиск национального героя получил ТЮЗ за спектакль «Приключения Рустема». 6 золотых масок. Мы еще раз на федеральном уровне продемонстрировали богатство нашей культуры, таланты наших артистов, режиссеров, театральных деятелей.
Спектакли театра «Океат» и «Тюза» появились благодаря федеральному проекту «Культура малой Родины». Финансирование идет 50/50. Дальше, но большая часть – это федеральных средств в рамках проекта. Этот проект был инициирован в 2017 году. За этот период уже более 200 постановок вошли в репертуар театров. «Золотые маски» в свое время также вручили Ментимеру Шаймиеву, режиссеру Камаловского театра Марселю Салимжанову, оперной диве Альбине Шагимуратовой. Награды есть у актера Рената Тазиддинова и танцора Нурбека Батуллы. Все маски розданы и в этот раз. Впереди у наших актеров новые роли, постановки, идеи и награды. Рамиль Галиуллин, Данил Филатов, ТНВ, Казань. В эти дни завершается и главное международное спортивное событие года – игры стран БРИКС. Сегодня одна из самых больших делегаций прощается с Татарстаном. Спортсменов из Узбекистана торжественно проводили на самолет. Их сборная на 4-м месте в медальном зачете: 17 золотых, 39 серебряных, 58 бронзовых наград. Как признаются атлеты, татарстанская земля оказалась щедрой как на спортивные успехи, так и на новые открытия и впечатления. Они увидели церемонию открытия, Сабантуй, познакомились с татарской культурой. В очередной раз поняли, что мы братские народы и нас связывает общая история. Очень красивый город, очень понравился нам. Дружелюбные, общительные, такие эмоции остались здесь. Мы были в Сабантуй, очень там красиво, как наш Навруз. Все было очень хорошо, соревнования были проведены очень интересно, незабываемо. Я купила сувениры, попробовала чак-чак, эчпочмаки. Все было очень вкусно, необычно. Проведение на высоком уровне игр стран БРИКС и триумф наших театров на «Золотой маске» в очередной раз доказывает: республика сегодня один из ведущих регионов страны. Все эти события стали настоящим подарком ко дню рождения республики. Он отмечается сегодня, 25 июня 1920 года. Была провозглашена Татарская автономная Советская социалистическая республика. В честь исторической даты 104-летия ТССР Рустам Минниханов выложил в своих соцсетях видеоролик с кадрами кинохроники, где показано, как создавалась республика и потом с годами расцветала все больше. Сейчас Татарстан – передовой регион России, один из лидеров по экономическому и социальному развитию. Татарстанцы активно помогают в восстановлении подшефных городов Луганской Народной Республики, Лисичанск и Рубежное, и порой это связано с риском для жизни. Автомобиль волонтеров из Набережных Челнов атаковал украинский дрон. Они везли горячую еду. Беспилотник попал в заднюю часть УАЗа-буханки. Как видно по кадрам, в машине выбиты стекла, насквозь пробита крыша, канистры с едой повреждены осколками. Татарстанцы помогают жителям ДНР регулярно, развозят гуманитарные грузы, оказывают медицинскую помощь, обеспечивают жителей горячей едой. Ежедневно раздают до 10 тысяч порций. Как сообщил один из организаторов питания, предприниматель Рустем Гатин, его команда не пострадала. В машине в момент атаки дрона находились двое. Машина наша, но комментарии пока никакие не даю. Все живы-здоровы, все нормально. В Татарстане продолжается приемная кампания в вузы. В этом учебном году 22 тысячи бюджетных мест. Большинство получили 3 крупных вуза – КФУ, КНИТУ КХТИ и КНИТУ КАИ. Больше всего бюджетных мест на инженерно-технические направления и педагогику. Технические вузы перестраивают программы обучения под запросы работодателей, повышают стипендии, открывают новые направления. Вероника Гайнуддинова узнала, что ждет абитуриентов. Так неординарно с помощью робота привлекает абитуриентов Институт искусственного интеллекта, робототехники и системной инженерии КФУ. Он в этом году впервые примет студентов. Выпускники уже интересуются новым направлением. Михаил Баклин из Ижевска рассматривает только этот вуз. Я как программист уже тоже пробовал себя в разных сферах, там создавание сайтов, игр. И вот я сейчас считаю, что вот именно искусственный интеллект – это такая вещь, которая в будущем будет максимально актуальная. Приемная кампания стартовала 20 июня. Школьники еще не получили аттестаты, поэтому большой наплыв ждут после выпускного. На сегодняшний день это более 10 тысяч заявлений, в том числе от граждан других государств. Если мы говорим про граждан Российской Федерации, то на сегодняшний день более 2500 заявлений уже подано. Среди вузов Татарстана самое большое количество бюджетных мест в КФУ – 7500. Еще 8200 студентов примут на платное обучение.
В прошлом году самые высокие проходные баллы по ЕГЭ были в Институте информационных технологий, на химическом и юридическом факультетах. 100-бальников привлекают единовременными выплатами, отличникам сделали надбавку, а на некоторые специальности обещают повысить базовую стипендию. В этом году мы по двум специальностям, а это радиофизика, астрономия, значит, и прикладная математика и информатика, за счет средств университета повышаем студентам базовую стипендию. То есть, если базовая стипендия 2400 рублей, то на этих специальностях ребята будут получать базовую стипендию 4000 рублей. В этом году в татарстанских вузах 22 021 бюджетное место. Этот показатель за 3 года вырос на 5,5%. Больше всего бюджетных мест по направлениям образования и педагогика. На втором месте информатика и вычислительная техника, а на третьем энергетика. 17% бюджетных мест для целевиков. Из 3800 мест пока занято только 1500. С этого года порядок поступления на них регламентировали. Абитуриент может подать заявку на целевое обучение в электронном виде через портал госуслуг, либо в бумажном виде в образовательной организации, в которую он поступает на обучение. С текущей приемной кампании договор о целевом обучении будет заключаться после зачисления абитуриента в вуз, но до начала учебного года. В Казанском медицинском университете 508 бюджетных мест, на 7 больше, чем в прошлом году. Но для медвуза и эти цифры значительные, говорит ректор. Самая дорогая программа обучения здесь по направлению стоматология – 320 000 рублей. Приоритет в КГМУ – целевое обучение. 70% по специалитету и 92% по ординатуре как раз целевики. Из 50 специальностей большинство 100% – это целевое обучение. То есть практически все готовятся на конкретное рабочее место. В КНИТУ КХТИ процесс обучения подстраивают под запросы работодателей. Благодаря этому появляются новые программы. Например, совместно с СИБУРом реализуем программу с Китаем. Значит, в этом году мы набираем также химтехнологов и механиков, то есть 2 группы. Ребята обучаются 2 года у нас в университете, 2 года в Китае. И программа полностью поддерживается компанией, и вот на текущий момент стипендию студентов составляет порядка 50 000 рублей. Больше 1000 бюджетных мест предлагает Поволжский университет физической культуры, спорта и туризма. Принимают выпускников также в колледж. Приемная кампания продлится до 25 июля. Вероника Гайнудинова, Рамзиль Гарипов, ТНВ, Казань. Единороссы Татарстана сегодня на своей конференции окончательно утвердили состав кандидатов на выборы в Госсовет и приняли свою предвыборную программу. Заседание провел лидер республиканских единороссов Фарид Мухаммедшин. Во встрече приняли участие руководитель администрации Раисы Республики Азгат Сафаров и депутат Госдумы Олег Димов. Напомним, своих кандидатов партия определила и проранжировала с помощью предварительного голосования. Сегодня по персоналиям внесли некоторые изменения. Кто будет представлять Единую Россию на выборах в парламент и на какой результат рассчитывают в партии, списки изучил Дмитрий Аринин. Своим голосованием единороссы сегодня окончательно утвердили те, кто будет баллотироваться. 50 партийцев станут одномандатниками, и 58 человек займут место в партийном списке. В первой пятерке, согласно предварительного голосования, Фарид Мухаммедшин, Расим Баксиков, Сария Сабурская, Марат Ахметов и Ильшат Аминов. Партия будет воплощать программу под названием «За благополучие людей», «Успешный Татарстан» и «Сильную Россию». Упор на поддержку семей, участников СВО, также для конкретизации ждут пожеланий с мест. Мы нарастили свое доверие и авторитет среди жителей Татарстана, наших избирателей. Мы идем с задачей сохранить и укрепить это доверие, для того, чтобы дальше Татарстан развивался успешно, решал впереди стоящие задачи, а политическая партия «Единая Россия» была и остается опорной, фундаментальной партией в Татарстане, да и в Российской Федерации. Уверен, мы будем на первом месте, не сомневайтесь. Люди поддерживают, верят нам. Но я думаю, что в политической борьбе, безусловно, и федеральной, и региональной партии, которые есть у нас в Татарстане, они примут активное участие. Нам и альтернатива нужна. Как рассказали лидеры списка, в парламент они идут с конкретными задачами. Дорогого стоит, если люди на тебя так надеются. Значит, в Госсовете собираюсь заниматься тем, что буду защищать интересы ветеранов войн, ветеранов труда. Вот. И
плотно заниматься патриотическим воспитанием. Прежде всего, это социальные вопросы, потому что, работаю уполномоченным, я вижу, какие есть проблемы у населения, несмотря на принимаемые меры, достаточно серьезные, как на уровне Российской Федерации, так и Республики Татарстан. На конференции список расширили. Под 44-м номером включили лидера молодогвардейцев республики Руслана Шагабуддинова. В том случае, если попаду в Госсовет, буду уделять премию, получается, в своей деятельности, в первую очередь, конечно, молодежной политике, патриотическому воспитанию молодежи. Это, наверное, будет таким основным направлением. Конечно, пока идет специальная военная операция, продолжим нашу работу в новых регионах, в наших подшефных городах, Лисичанск и Рубежные, работу по отправке гуманитарных грузов. В целом кандидаты представляют все сферы жизни. Большинство мужчины. В списке 3 главы района – Тюлючей, Лениногорска и Аксубаева. У меня планы большие. Изменения, сохранения села. И чтобы сельское население сегодня оставалось на селе. И главный вопрос молодежи, чтобы молодежь тоже привита была к своей земле. И, конечно, демографическая ситуация очень беспокоит меня. В Госсовет по партийному списку идут и 2 участника СВО – Расим Баксиков и действующий парламентарий Марат Галиев. По сравнению с прошлыми выборами список кандидатов-единороссов обновился примерно наполовину. Как заявили в сентябре, партия рассчитывает получить большинство мест в Госсовете. Мы никому не желаем поражения, но мы желаем нам победы. Причем нам нужна убедительная победа для того, чтобы раис республики мог, опираясь на фракцию «Единая Россия» в Государственном Совете, могли принимать любые решения, независимо от любой конъюнктуры других партийных организаций. Мы партия президента, партия государственная, нам нужно, безусловно, гарантированное большинство, которое позволит провести дальше те преобразования, которые уже давно идут в Республике Татарстан. Всех кандидатов теперь предстоит зарегистрировать в Центре избиркоме. Потом начнется предвыборная агитация. Выборы в Госсовет назначены на 8 сентября, единый день голосования. Дмитрий Арин, Александр Саитова, ТНВ, Казань. Сегодня в Москве Рустам Минниханов провел заседание Совета директоров акционерного общества «Туполев», где обсудили вопросы развития предприятия. Участие приняли генеральный директор Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь, представители ряда компаний авиационной отрасли. Напомним, Совет директоров избрал Рустама Минниханова своим председателем в сентябре 2021 года. Рустам Минниханов с рабочим визитом прибыл в Поднебесную для участия в международной выставке «Экспо Китай-Евразия». Здесь представлен и стенд Татарстана с презентацией экономического и промышленного потенциала. Выставка проходит в городе Урумчи, Синьцзян, Уйгурского автономного округа. В регионе проживают более 5500 татар. ВВП в прошлом году составил $271 миллиард. Зачем Рустам Минниханов едет в Китай? Делегация Татарстана отправилась в Поднебесную, получив приглашение после визита Владимира Путина в Харбин. Все детали читайте в интернет-газете «Реальное время». Татары Омской области готовятся провести международный иртышский сабантуй. Он состоится через месяц, и сейчас идет масштабная подготовка. Ожидают более 30 тысяч гостей из регионов России, Казахстана и даже Китая. В Омской области проживают 27 тысяч татар, и сабантуй здесь проводят на протяжении 2 десятилетий. Как здесь сохраняют национальную идентичность? К соотечественникам за 1500 километров от Казани вместе с делегацией республики отправился Рузаль Шарипов. Парк «Зеленый остров» на берегу реки Иртыш города Омска. Именно здесь через месяц пройдет 2-й международный иртышский сабантуй. Издавна эта река связывала татар Китая, Казахстана, регионов России. Планируют, что этот сабантуй объединит их всех вновь на одной земле. В парке сегодня установили афишу и программу сабантуя. Продолжается благоустройство территории. Делегации Татарстана рассказали, здесь появится татарская этнодеревня. На аллее Дружбы организуют мастер-классы по национальным ремеслам. Парк большой, он по площади 65 гектар, поэтому вмещает большое количество не только людей, но и настроений, эмоций. 27 июля сабантуй. На прошлой неделе была индийская свадьба, там тоже 1000 людей приходили. Поэтому это все наше, родное, межнациональное, близкое. На Майдане уже установлена большая сцена. Здесь выступят 500 артистов из Татарстана и регионов России. В организации сабантуя помогает Зеленодольский район. Режиссеры готовят театрализованное представление. Это будет свадьба по старинным татарским обычаям. Конечно же, будет Тальбат Бакареш, будут татарские игры, будут песни.
Мы покажем аутентичность татарского народа в виде обрядов, песен, национальных костюмов. Из Татарстана везут большой самовар. Чаем и чак-чаком угостят 3000 гостей. Так будет побед-рекорд России. Ранее в Москве накрыли стол на 1780 персон. Как рассказали на заседании оргкомитета, будет и Майдан, и национальные игры для детей. Очень большое количество делегаций с Китая, Казахстана и с территории Российской Федерации, Омской области, Тюменская область и ХМО будут здесь представлены. Ну и так гости приедут с ближайших субъектов. Ну и мы с удовольствием приглашаем всех жителей Омской области для того, чтобы посмотрели наш прекрасный праздник Сабантуй. Учитывая, что этот год объявлен годом семьи, указом президента Российской Федерации, и семьи будем чествовать, чтобы семьи с детьми, с бабушками приходили. Сабантуй объединит татар всей области и даст возможность укрепить национальную идентичность, уверены организаторы. Сейчас здесь проживают 27 тысяч татар. За 10 лет их число сократилось на 15 тысяч. Безусловно, Сабантуй татарский – это один из, скажем, на мое ощущение, это один из таких насыщенных, емких праздников, очень интересных, многогранных, которые проходят на Омской земле. И мы, наверное, не меньше 20 лет его возрождаем во всех абсолютно районах Омской области, где проживает татарское население. Мы многонациональный народ Российской Федерации. Для нас это очень важно. Поэтому я совершенно точно вам могу сказать, что на межнациональных праздниках татарская культура ярко представлена национальными татарскими коллективами. Завтра татарстанцы посетят деревню Ашиваны и встретятся с жителями, пострадавшими во время весеннего паводка. Республика все это время оказывает помощь своим соотечественникам. Рузаль Шарипов, Наиль Абдуллин, ТНВ, город Омск. В Татарстане продолжается череда национальных праздников. Удмуртский Горонбеттон в этом году пройдет в деревне Янабердина Менделеевского района. В эту субботу на празднике раскроют мифы и легенды народа, сыграют настоящую удмуртскую свадьбу. Гостей угостят перепечами и обрядовой кашей. Здесь представят уникальную выставку удмуртских тканых ковров. На одной из площадок пройдут национальные игры, ярмарка мастеров. В большой концертной программе участвуют коллективы из Татарстана и Удмуртии. Кульминацией станет передача символа праздника деревянной утки Балтасинскому району, где и отметят Горонбеттон в следующем году. Данный праздник, он чередуется в Республике Татарстан. И в этом году нам выпала такая честь данный праздник провести в Менделеевском районе. И именно в сельском поселении Янабердина, которое является удмуртской деревней, но находится в Менделеевском районе. Хочу отметить, что праздник мы проводим совместно с городом-побратим Можга. Конечно, лучше самих, так скажем, удмуртов праздник никто не организует. Мы продолжаем рубрику «Индустриальный Татарстан». Она знакомит с крупными промышленными предприятиями, на которых базируется экономика республики, а значит, наше с вами качество жизни. Сегодня отправимся на Казанский пороховой завод. Это оборонно-промышленное предприятие России с трехвековой историей. В 1788 году его основали по указанию самой Екатерины II. Как сегодня развивается предприятие трудовой доблести и как сюда привлекают молодых специалистов, выясняла Сирина Васильева. Историю старейшей белокаменной арки в парке Петрова знает, пожалуй, каждый казанец. Это настоящий символ местного порохового завода, одного из оборонно-промышленных предприятий страны. Красные ворота построили в 1888 году в честь столетнего юбилея завода. А уже этим летом Казанскому пороховому исполнится 236 лет. Сейчас здесь трудится порядка 3000 человек. Аппаратчики, прессовщики, сборщики специзделий, инженеры и технологи. Выпускают оружейные заряды, порох для стрелкового оружия и продукцию гражданского назначения. Завод сегодня поддерживает обороноспособность страны. Госзаказ вырос в 2 раза, говорит генеральный директор. Завод развивается, модернизируется, строятся новые цеха, новые технологии, покупается очень много нового оборудования. Поэтому, конечно, идет развитие сегодня предприятия. В оборудовании в основном все российское, поэтому практически у нас все вопросы импортозамещения, в том числе и по сырью, и по оборудованию, они решены. Очень дружный коллектив. Новенькие девочки поступают к нам, их тоже учим.
Зульфия из Башкортостана. На пороховой завод пришла по объявлению 7 лет назад. Сейчас собирает основания для зарядов. За ней устроился и супруг Флюр – грузчик. Я говорю, давай устраивайся сюда к нам. Он говорит, я только водителем умею работать. Я говорю, научишься. Я говорю, такие красивые места. Здесь лес этот, как будто ты в Башкортостане у себя в деревне, в лесу живешь. С утра приезжаем, вечером уезжаем, на обед вместе ходим. Иногда спрашивают, вы в заводе, что ли? Познакомились, вместе ходите туда-сюда, вместе обедаете. Я говорю, мы уже 35 лет вместе живем. Амир пришел на предприятие 3 месяца назад, сразу после окончания КНИТУ КХТИ. Еще студентом планировал карьеру на пороховом. Хотелось бы помочь родине своим присутствием здесь. То есть я чувствую, что у меня хватит сил, компетенций, которые вот вследствие образования у меня появились. Внимательность нужна, планировать надо уметь, расчетливость. 3 месяца у меня была стажировка мастера, поступать оставался. Айдар из Самарской области. Отучился в КХТИ, и его сразу взяли мастером. 27 лет стал начальником цеха. Отвечает за качество готовой продукции. Говорит, на предприятии большие перспективы. Сейчас 80% руководящих должностей порохового занимает молодежь. Очень большие перспективы на этом заводе. То есть вырасти от мастера до начальника участка в городе за 4 года можно подняться. У нас 42 дня отпуска. Зарплата устраивает, перспективы для молодежи, молодого специалиста, то есть здесь также льготы есть. У меня 2 одногруппника здесь работают, я позвал одногруппников. Сейчас заводу не хватает около 400 специалистов, аппаратчиков, сборщиков специзделий, слесарей, электриков. Берут и без опыта. Предусмотрено ускоренное обучение. На виртуальных тренажерах показывают процесс производства, отрабатывают аварийные ситуации. Программы были переписаны для того, чтобы можно было в короткие сроки обучить человека и уже, чтобы он имел доступ к самостоятельной работе. Занимает это сегодня от месяца до 3. Раньше было до полугода. Средняя зарплата на заводе 90 тысяч рублей. Здесь действует расширенный соцпакет. Предприятие предоставляет сотрудникам отсрочку от армии, компенсацию за оплату арендного жилья, бесплатное питание и вахту. Те, кто работает на вредном производстве и имеют 15 лет общего стажа, досрочно выходят на пенсию. Сирина Васильева, Рамзиль Гарипов, ТНВ, Казань. Все, кто подпишет контракт в Татарстане до 31 июля, получат 700 тысяч рублей. С учетом мер поддержки городов, районов и предприятий сумма может достигать 1 миллиона. Контрактником от республики может стать любой гражданин в возрасте от 18 до 64 лет, в том числе из других регионов. Контрактникам-иностранцам помогут получить ННН и гражданство России. Помимо выплат есть возможность получения льготной ипотеки, образования и статуса ветерана боевых действий. Это были новости Татарстана. Еще больше информации в нашей группе ВКонтакте и Телеграм-канале. Сейчас прогноз погоды с Наилем Дзихате. До встречи!